Украина отмечает День независимости. Впервые за последнее время в Киеве прошел военный парад. Президент Петр Порошенко по случаю праздника прочитал Владимира Маяковского. Украинцы серьезно готовы. Наш парад – это сигнал врагу. Украинцы серьезно готовы и дальше бороться за свою независимость. И поэтому агрессору лучше вспомнить мудрый совет российского поэта Владимира Маяковского. «Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль». На Хрещатике танки, бронемашины, зенитные ракетные комплексы. Всего более 200 единиц техники, тысячи солдат и офицеров. За последние 25 лет это, пожалуй, первая юбилейная дата, когда само понятие «независимость» вызывают у украинцев споры. И на домашних кухнях. И в университетских аудиториях, и на домашних кухнях, и в социальных сетях все еще спорят, получили мы независимость или завоевали. Для меня этот ответ абсолютно очевиден. Конечно, завоевали. Завоевали интеллектом, завоевали кровью, завоевали потом. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял постановление и акт провозглашения независимости. Так начиналась новая история украинского государства. Сегодня украинцы пытаются перевернуть одну из ее самых кровавых страниц. После военного парада по Хрещатику прошел марш непокоренных. Атмосферой дня поделится Юлия Дрозд. Хотя независимости Украины уже четверть века, свой суверенитет она все еще продолжает отстаивать. Понимание этого – главное, что объединяет всех пришедших сегодня в центр Киева. Каждый пришел сюда со своими мыслями и чувствами, но это и есть одна общая судьба Украины. Это один из самых масштабных парадов за последние годы независимости. Но с началом конфликта на востоке страны украинцы относятся к нему совсем иначе. Теперь для них это не просто зрелище, это то, что там, на востоке, защищает их мирную жизнь здесь, в столице. Но танки на улицах Киева эмоции вызывают разные. Немножко страшно, но красиво. Восхищение. Восхищение, что у нас в стране все-таки уже восстанавливается армия. Мы доказали всему миру, что мы независимы, и в нашу страну не надо лезть. Что же такое независимость? На этот вопрос ответ один. За свободу, воля мы. Мы строим свою страну. О том, что за независимость нужно заплатить, украинцы узнали 2 года назад. В 91-м независимость Украина получила как подарок. И даже за четверть века, похоже, не до конца это осознала. Это испытание. Я стала терпимее. Поняла, что важно прощать. Когда Майдан был, так у меня ночевали там, просто с Майдана. До сих пор одного еще вещи лежат. С тех пор прошло 2,5 года. За это время украинцы стали привыкать к войне. Эта страшная привычка стала чем-то обыденным, каждодневным фоном, на котором приходится растить детей, выбирать власть и говорить о реформах. Для этих людей война на первом месте. Марш непокоренных прошел по Хрещатику вслед за техникой. Это члены семей погибших на Майдане и в зоне конфликта. Вырвали сердце, оставили жить. В нашей стране есть люди, которые в любое время готовы подняться и защищать свою родину. Наш народ невозможно покорить. То насилие, которое нам причиняют, нас не покорит, не согнет. Украинцы — единая нация, хотя и все разные. Независимость — это когда у человека есть право выбора. Черный цвет этого марша и есть та цена, которую украинцы платят за свою независимость. Юлия Дрозд, Скольцерко, «Настоящее время».